Ну, вообще, так скажем, с чего началась эта работа именно по Гайнудину, в связи с тем, что я начал делать реестр советского монументального искусства. Естественно, что это влечет за собой создание, так скажем, базы всех произведений, взаимосвязь этих произведений с самой архитектурой, изучение судеб архитекторов, не только художников, но и архитекторов, тех, кто строил эти здания, для которых заказывали эти монументальные произведения. Ну, естественно, что таким образом я, по сути, подошел к судьбе первого архитектора именно из татар, профессионального первого архитектора Исмагила Галиевича Гайнудинова. Ну, все, так скажем, ходят вокруг этих зданий, вокруг этих работ, и мало кто знает, что автором этих зданий является какой-то конкретный архитектор, в данном случае вот Гайнудинов. Ну, вообще вот эта вся работа основана на изучении материалов как раз нашего Национального музея Республики Татарстан, архива Петра Максимилиановича Дульского, коллеги и товарища Гайнудинова, по сути, первого как раз татарского нашего краеведа татарстанского, и материалов научной библиотеки имени Лобачевского при КФУ, где, собственно, часть архива и хранится. Ну и также Музей истории Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Ну, собственно, вот мы начнем. Вот как раз, наверное, это все фотографии, которые известны на сегодняшний день по Исмагилу Галиевичу. Ну, вот что можно сказать про его, так скажем, биографию, про его истоки. Он родился, сейчас скажу точно, 10 февраля 1908 года, по старому стилю это 28 января, в деревне Большой Менгер, это Казанский уезд Казанской губернии. Ну, в ряде вот источников говорится, что дальнейшая жизнь этой семьи Гайнудинов теряется на десятка-два лет, но как бы это не совсем верно, именно как раз по источникам, по архивам. Там уже разрождается гражданская война, разруха, революция, сразу несколько революций. Отец у него был инвалидом русско-японской войны, то есть профессионально, нормально он зарабатывать не мог. Семья, по сути сказать, бедствовала, и они подаются в Челябинск. Они уезжают туда, сейчас точно скажу, в 1909 году, то есть, по сути, спустя год после рождения Исмагила Галиевича. Ну вот примерно в такого рода землянке они и жили, собственно, вот это он зарисовал. Ну там они провели, по сути, сколько лет, 20, до 27 года, когда он уехал уже сюда, в Казань учиться. Ну, вообще, вот стоит вернуться ненадолго про сам Большой Менгер рассказать. Ну, известное среди татар селение, как он сам указывал в биографии. Но оттуда, можно сказать, вышел еще один знаменитый архитектор, Ахмед Гадиевич Бекчентаев, который, собственно, построил химфак напротив физфака. Вот эта огромная ставенка с портиком, с колоннадой. То есть это вот Исмагил Галиевич был первым профессиональным архитектором, а Ахмед Гадиевич был первым профессиональным профессором архитектуры, именно преподавателем высшего учебного заведения. Ну вот, собственно, вернемся уже к судьбе Исмагила Галиевича. Вот в различных автобиографиях он указывает совершенно разнообразные сведения. Там же даже разнятся года рождения, даты рождения. Наверное, это было связано с тем, что какую-то часть биографии он все-таки скрывал. Вот там в Челябинске он получил профессиональное среднее образование, то есть школу 7-летку он там окончил, но по каким-то причинам, как раз вот из-за бедности он не доучился до конца и ушел работать сапожником. Тогда вот как раз в ходе Первой мировой войны туда массово эвакуируются эмигранты, как сказать, не эмигранты, просто эвакуируются с этих вот приграничных территорий, с Польши. В частности, туда, в Челябинск, уехал поляк-сапожник. И вот как раз Гайнудинов работал у поляка-сапожника сапожником, то есть был учеником сапожной мастерской. По сути, это был его первый трудовой опыт до еще до архитектуры. В конце концов, он поступает в русскую школу уже, то была татарская школа 7-летка неоконченная, а затем в русскую он полностью кончает 7-летний курс. И там вот ему рекомендуют поступать именно на какой-то рисовальный класс. Вот приведена почетная грамота, удостоверение, которое он лично сам нарисовал. Получается, в левом верхнем углу. И вот даже там в своих автобиографиях он отмечал именно по татарской школе, что наряду вот с этими шахадат-наме ему
вот как удостоверение об окончании школы, ему выдавались, например, вот такие грамоты за какое-то изучение Корана, например. То есть он, не стесняясь, это указывал, что его учили Корану, его учили исламскому вероучению в своих вот этих автобиографиях 60-х годов. То есть он, ну, и можно сказать, вот отметить еще такой момент, он до конца жизни писал на арабице. Он переписывался с Чингизом Ахмаровым, это я потом уже расскажу, с Баки Идрисовой Чурманче, только на арабице. Они тоже вот составляли такой арабический кружок, что ли сказать. И вот ему рекомендуют поступать в какой-то рисовальный класс, в художественное училище, но вот как раз туда, в Челябинск, вернее, из Челябинска едут татары в Казань поступать в строительный институт КИИКС, Казанский институт инженеров коммунального строительства. И он собирается вместе с ними в 27 году. Приезжает туда, у него есть рекомендация от его брата, который тут служил в начальствующем составе местного полка Красной Армии. И вот он поступает в 27 году в КИИКС и оканчивает его в 31 году со званием инженера-строителя. Но это как бы его не удовлетворяет. Ну, вот в этом качестве строителя он принимает участие, например, в строительстве вот школы на Назарбаева. Такое, по сути, конструктивистское здание с какими-то элементами классицизма, с элементами татарского орнамента. Вот по фризу такой орнамент в виде сот татарских. Ну, конечно, вот разница, там еще была одна школа на Назарбаева. Либо он эту построил, либо вторую, либо, может, две сразу. Но вот та вторая школа уже была снесена в наши дни. И вот это как бы его не устраивает вообще эта вся работа. Вот можно еще отметить, например, участие его в строительстве корпуса КХТИ с архитектором Гуревичем Гурьевым московским. По факту Гуревич Гурьев автор всего проекта, но потом его передоверяют местному кадру Гайнудинову, то есть в качестве какой-то коренизации, что ли сказать, привлечения местных татарских кадров. И тут уже Гайнудинов добавляет вот эту колоннаду, совершенно классическую, которая по сути своей не вписывается в конструктивистский орбус вот этого корпуса. Но в итоге вот строится в 1934 году как раз. И вот так он выглядит сейчас, в таком виде, ну, в общем-то, неизменном. И еще один проект, это уже его личный проект. 1935 год, кажется, Дом культуры меховщиков мехового комбината. Вот в этой слободе меховщиков, чуть дальше речного порта, о котором дальше пойдет речь. Ну, конечно, вот он задумал такой помпезный вариант, но и было реализовано то, что получилось, так скажем, то, что было по силам тогда при этих нормах строительных сделать. И он как бы вот этой всей строительной, чисто инженерной работой не был совершенно удовлетворен. Как вот первый национальный кадр, по сути, его уже в 1934 году назначают первым секретарем Союза советских архитекторов Татарстана. Тогда же происходит, так скажем, укрепление, что ли сказать, то есть после прихода Сталина все сжимается в одних руках, создается союз архитекторов, создается союз художников, создается союз писателей, то есть все же зажимается на одного человека, и все ниточки, по сути, ведут к Сталину. И тут вот у нас Гайнудинов возглавляет союз архитекторов с 1934 по 1936 год, первый председатель. И вот вообще как бы его вся эта работа, по сути сказать, не удовлетворяет. Он хочет стать профессиональным архитектором, настоящим, не инженером-строителем. И вот он в 1936 году уезжает в Москву, в Академию архитектуры СССР. Поступает туда. Ну, вот параллельно там он, например, занимается изучением каких-то местных архитектурных реалий, ходит вот с женой, он показан в Большом театре, то есть он тогда уже изучал театры, как они устроены, в принципе. И оканчивает он Академию архитектуры накануне как раз войны, кажется, сейчас точно скажу, в 1939 году. Со званием как раз уже профессионального архитектора. Первого архитектора вообще, в принципе, из татар. Вот как раз во время работы он активно занимался изучением разнообразной архитектуры, в том числе восточной. Активно ездил в Крым. Вот это все наследие крымско-татарское, турецкое. Зарисовывал все эти сараи. Ну, не сараи в том понимании, что это сарайка какая-то стоит, а дворцы. Самый настоящий Бахчисарай, Ялта, вообще весь Крым он объездил. Зарисовывал вот эти изразцы, не только крымско-татарские, но у нас в Казани
которые тогда находились в Государственном музее от республики. Вот эти все тюрбе, то есть намогильные сооружения. И это в дальнейшем, по сути, вот как раз Бахчисарайский дворец известный, и это в дальнейшем послужило как раз толчком к созданию его первой поистине монументальной работы как раз в 1939 году. Это павильон Татарской ССР на ВДНХ, выставки достижений народного хозяйства. Но сложно сказать вообще, относится ли он к чисто татарской архитектуре. Это какое-то среднеазиатское просто влияние. Ну, замкнутый такой двор. Нельзя сказать, что это прям татарская архитектура по сути своей. Двор как раз призван, что ли сказать, охладить людей внутри, которые туда внутрь заходят. Там совершенно вот темно, что ли сказать. Там были фонтаны, инкрустированы опять-таки майоликой. И вот как раз для главного входа он делает огромное мозаичное панно из майолики. Вот как раз они там его набирают. Был еще ряд тимпанов, ну так называемых панно тоже по бокам от главного входа. А само вот главное панно, ну конечно, вот цветных фотографий не сохранилось, только черно-белые. Это, видимо, вообще была совершенно фантастическая работа для своего времени. И это как раз сделано по мотивам изучения вот этих среднеазиатских, татарских майоликовых украшений, которые у нас, в частности, берут начало в Болгаре. По сути своей, после, наверное, Золотоордынского завоевания. Вот эти панно набирались вручную, то есть каждая плиточка изготавливалась отдельно. Покрывалась полевой, обжигалась в печи при как раз Академии архитектуры, то есть это был его еще студенческий проект. При Академии архитектуры существовала лаборатория керамики, которую возглавлял такой Филиппов, известный керамист еще с дореволюционных времен. И вот как раз он лично по эскизам Гайнудинова, то есть это все было нарисовано не самостоятельно, изготавливал вот эти керамические панно. Но, к сожалению, вот сам павильон не сохранился. Он в 50-х годах был перепрофилирован в павильон «Игрушка». Когда была борьба с излишествами в архитектуре, вся ВДНХ перестраивалась, сносили все павильоны полностью, и в итоге его снесли. О чем он, конечно, сожалел горько. Ну вот, мы подходим уже к очередному этапу в жизни Гайнудинова. Это 1941 год. Академию архитектуры он окончил. Остается там работать, преподавать. И с началом Великой Отечественной войны, во-первых, вот Академия наук вся эвакуируется к нам в Казань, а Академия архитектуры эвакуируется в Чимкент. Современный Шымкент, как сказать, это Южный Казахстан, на границе с Узбекистаном. И там он как раз уже в полном смысле этого слова, это не наезжает он туда, как до того, до военные годы, а там он полностью погружается в эту казахскую, узбекскую среду, культуру. Параллельно от статсовнаркома, то есть от Совета народных комиссаров, он по сути получает, так скажем, должность ответственного за строительство в эвакуированных районах, то есть на территории Татарии жилья для эвакуированных людей. И параллельно он исследует, опять-таки, вот эту среднеазиатскую культуру. Он участвует в конкурсах, в частности, на создание памятников жертвам, ну, вообще участникам войны. Вот как раз это приведено здесь. Огромный он планировал создать такой памятник как раз в стиле среднеазиатского зодчества, вот этого тюрбе на могильного сооружения, мавзолея, как раз вот в Федоровском бугре, где сейчас стоит Национальная библиотека, Ленинский мемориал. Огромный был комплекс, увязанный с этой огромной площадью Свободы, где планировалось создать новый центр города. Ну, по сути, он был реализован. Но вот сам памятник не суждено было его построить. Вот это все он нарисовал тоже самостоятельно. То есть он, как обладающий даром художника, собственные проекты рисовал, как раз вот применял у них как раз вот эту стилистику восточной миниатюры, что вот ярко видно как раз. Вот еще один вид памятника, такая вот триумфальную арку он хотел построить там же. Ну, конечно, это все не было реализовано. И, по сути, вот эпохальный проект тоже того времени, военного, это все, к слову, он делает в Шымкенте, рисует там. Это мавзолей Габдуллы Тукая, который он планировал построить как раз на Ново-Татарском кладбище, где он в итоге потом и упокоился в 1977 году. То есть вот как раз на могиле Тукая, там вот на этой дорожке, планировалось по ходу снести все окружающие могилы и построить там огромный мавзолей. Либо перенести могилу Тукая куда-то и там возвести вот этот тюрбе опять-таки.
И оно должно было быть украшено как раз вот этой поливной майоликой. В центре огромный был вход. Может быть, он как раз вдохновлялся среднеазиатским вот этим зодчеством, может быть, вот этим храмом-памятником на Казанке. Ну, вообще, он был разносторонним человеком, изучал архитектуру во всей ее полноте. Вот эти зарисовки наших татарских мечетей в Казани, Бурнаевской, Апанаевской. И вот как раз он уже изобразил себя сам вот в стиле такой татарской миниатюры. Сидит он на коленях, тоже в таком иранском персидском стиле. Вокруг у него там циркуль, чернильница, тушечница. И вот циркулем как раз он показывает на какой-то свой план, какого-то своего архитектурного сооружения. И вот как раз там наверху арабицей написано 1943 год, архитектор Исмагил Гайнетдинов. И вот примерно точно такими же, так скажем, майоликовыми панно должен был быть украшен сам мавзолей внутри, именно по произведениям Габдуллы Тукая. Вот одна эта роспись в центре майолика, а все должно было быть выполнено живописью. Там различные сюжеты из произведений Тукая. Это все сюжеты знакомые, Суанасы там. На них уж подробно останавливаться не будем.